потому что решение выносилось не в совещательной комнате. Есть телефонное право. Ни для кого не секрет, что это дело курирует вторая служба ФСБ России. И на контроле в администрации президента. Мы это знали с первого дня. И иллюзий никто не питал. Когда было возбуждено уголовное дело по 318, мы все ожидали, что будет еще какой-то состав. Но, конечно же, мы не думали, что будет экстремизм. Почему мы ожидали? Не потому, что наши подзащитники виновны, а потому, что мы понимали, что система закрутилась так, коль вертолеты нагнали, самолеты, да, такого количества силовиков, это же очевидно, понятно, что да, машина закрутилась, и такие большие деньги тратятся не ради того, чтобы привлечь их к административной ответственности, да, или там вменить им один состав. Это же очевидно было, поэтому я думаю, появился этот состав экстремизм, чтобы утяжелить эту ситуацию. Ну а все остальное, Дарья, вы видели в судебном заседании, вы освещали этот процесс. Я думаю, не стоит повторять, что отсутствуют какие-либо доказательства. Их просто нет, априори нет. Нет ни видеодоказательств, нет ни свидетельских показаний, нет ни оперативно-розыскных материалов. Ну, чтобы было понятно, любая организация чего бы то ни было, преступного сообщества, да, любая организация совершения чего-то, то есть это неоконченный состав считается, да, потому что ты как организатор идешь. Тебе не вменяют конкретные преступления, тебе вменяют, что ты организовал преступление. И вот в составе этого экстремистского сообщества, да, были какие-то якобы систематические какие-то преступления совершались. Но мы же видим, что они не совершались, что ничего не вменялось, что это не доказано. Да? И вот любая организация, чего бы то ни было, она доказывается оперативно-розыскными мероприятиями. Понимаете, вот самым главным свидетелем, я считаю, был Алишер Боратов, заместитель министра внутренних дел Республики Ингушетия, который возглавлял оперативный штаб МВД при известных событиях, да, в Магасе. На прямой заданный вопрос, были ли у него в подчинении все структуры МВД, он сказал, да, были все в подчинении, он был начальником оперативного штаба, и в том числе и ЦП Республики Ингушетия. То есть Эльджиркиев покойный был тоже в его подчинении. И на вопрос, имелась ли у вас оперативная информация